Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас пятница, а значит что? Правильно, по пятницам на моем канале кулинарный влог. И вы знаете, дорогие мои, я сегодня решил отдохнуть, я сегодня решил расслабиться. В наше время часто такое бывает, что нет времени готовить. И хочется что-то сделать вот раз-два и все. И мы стали все чаще пользоваться в нашей жизни вот такими вот разными приготовлениями, быстрыми приготовлениями. Вот это у меня каша, которую вот буквально запарил, и не надо варить. Я так ее обожаю, не часто ее ем, но мне она очень нравится, потому что она быстрая в приготовлении. И еще, наверное, многие узнали, да, раньше у нас был доширак. Сейчас очень много таких блюд быстрого приготовления. И я решил, а почему бы и нет? Почему бы сегодня не сделать что-нибудь такое быстрое приготовление и заодно протестировать и рассказать вам. Я надеюсь, что такой формат видео вам будет тоже интересен. И у меня сегодня вот такое вот интересное блюдо. Это суп-карри с чечевицей с бамбуковой клетчаткой. То есть производитель, это компания Faberlic, обещает нам прям стопроцентное натуральное качество этого продукта. Друзья, у меня впервые в руках такой продукт. Мне очень самому безумно интересно, что из этого получится. Если вам тоже интересно, оставайтесь до конца на моем канале. Я надеюсь, что дам вам честный отзыв о данном продукте. Ну что, приготовьте ложки, вилки, мы начинаем. Не знаю, ребята, почему мне сегодня захотелось отойти от традиционных рецептов и решить все-таки попробовать вот этот вот суп. Давайте посмотрим, что тут пишется. Так, значит, суп-карри с чечевицей с бамбуковой клетчаткой. Кстати, я почитал в интернете, пишут, что бамбуковая клетчатка — это уникальный гипоаллергенный источник пищевых волокон, не раздражает желудок и улучшает обмен веществ. Так, здесь у нас еще указано, что это 100% натурально. Высокое содержание железа, фолиевой кислоты, пищевых волокон. Смотрите, 5 порций. Вот такая вот малютка, всего лишь, не то, что всего лишь, аж 5 порций. Время приготовления 25 минут. Друзья, ничего не надо, все уже здесь. Я, конечно, знаете, подумал, а может быть сюда добавить картошки в этот суп? Но давайте не будем сейчас экспериментировать, а сделаем так, как это нам советует компания. Что тут еще пишут? Супы разработаны так, чтобы вы могли получать достаточное количество полезного белка, биодоступного железа и пищевых волокон, которые так часто не хватает в нашем рационе. Что тут еще? Чечевица, бамбуковая клетчатка, куркума, матча. Масса нетто 200 грамм, срок годности 12 месяцев. Так, а где дата выпуска? Ага, вот дата выпуска. Дата выпуска получается у нас сентябрь 2020 года. Ух ты, ребята, так тут уже полгода прошло. Довольно уже как бы и не свежий. Вот, ну, в принципе, вот такой вот суп. Давайте будем пробовать. Выглядит очень так все симпатично. Я знаю, что сейчас на рынке очень много всяких таких супов. И почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот сегодня вот правда ничего не хочу готовить. А здесь засыпал и забыл. Ну, смотрится, конечно, не ахти как. Так, ну что нам нужно делать? Смотрите, нам нужно 200 грамм супа, вот они у меня есть, 1,2 литр бульона или воды, смотрите, в скобках воды, ну то есть все-таки подразумевается, что можно использовать бульон, соль по вкусу, свежая зелень по желанию. Итак, в кипящий бульон, у меня здесь есть фильтр с граммовкой, я приготовил уже литр 200 воды.
выливаю его в кастрюльку и ставлю разогревать, друзья мои. Вот. Пока будет разогреваться, дальше что у нас? В кипящий бульон объемом 1,2 высыпать содержимое пакета, перемешать, довести до кипения, убавить огонь. Я сейчас чувствую себя, как будто я в детском садике. Учу детей говорить супчик. Супчик вот такого приготовления, когда не надо ничего чистить, картошку, морковку, делать зажарку, все это, блин, кинул в кастрюлю и готово. Но, ребята, но тем не менее, на то у нас с вами и, так скажем, кулинарный влог. Ну что, ждем, когда у меня вскипит вода. И будем открывать. Пока не буду открывать. Дождемся, когда вскипит вода. И я к вам вернусь. Так, дорогие мои. Вода закипела. Ой, блин, обжегся. Вода закипела. Я сейчас открою данный супчик. И понюхаю его. Ух ты, вкусно пахнет так. Вы знаете, напоминает мне очень-очень давно, были в советское время, да-да, я такой древний мамонт, супчики быстрого приготовления. Вот, ну что, давайте, час Х настал, как бы так, как бы мне телефон, чтобы не запотел. 5 порций здесь нам обещают, все это мы с вами посмотрим. Я воду, друзья, не солил, потому что побоялся, вдруг здесь соленовато. Поэтому сейчас я попробую и, если надо, досолю. Ой, здесь вообще не солено, друзья. Вообще не солено. Поэтому думаю, что надо подсолить. Это на любителей, да? Так вот, вы знаете, этот супчик напоминает... Мы еще с родителями, я еще маленький был, ездили отдыхать, покупали вот такие вот супчики, были быстрого приготовления, варили их на костре, и он прям так же пахнет. Прекрасно. Ой, все, супер, друзья, ну что, отключаемся, насколько у нас там времени написано, отключаемся на 25 минут. На 25 минут и варим его под крышкой, как написано. И тут у меня еще грамулька не досыпана. Так, еще раз помешаю, переживаю, чтоб не пригорел. Все, закрываем и встречаемся с вами еще через 25 минут. Ну что, дорогие мои, осталось буквально еще пару минут. Суп я залазил, проверял. Аж слюни бегут, хочется кушать. Суп я проверял 2 раза, залазил, чтобы его помешать, чтобы, не дай бог, не пригорел. Но прежде чем мы его начнем тестировать, кушать, я хочу сказать о цене. Цена этого супчика, вот этой 200 грамм, стоит по акции 750 тенге. Я почему приобрел его? Я шел в офис за каталогом, мне нужен был каталог для обзора. Я надеюсь, что на следующей неделе вы увидите этот обзор. И купил каталог, и купил этот супчик по акции. Вот. И получается 750 тенге стоит 200 грамм. Если разделить на 5 порций, как заявлено производителем, то получается порция стоит 150 тенге. Ну, согласитесь, звучит вроде бы недорого. Я прикинул для себя, что вот подобного рода лагманы, лапша стоят 150-250 тенге быстрого приготовления. Поэтому я подумал, что это недорого. И решил приобрести. Ну что, вот и время вышло, я выключаю кастрюльку. Я сейчас не знаю, как у нас с вами это получится. Кулинарный влог. Кулинарный. Слышите, как шумит? Как шумит мой супчик. Друзья, вот он супчик готов. Вы знаете, он довольно густой получился. Я бы даже сказал, если бы еще минут 10, это был бы не суп, а каша. Ну ладно. Давайте я его сейчас поставлю на досточку. И попробуем его такой, какой он есть. И знаете что? Я бы, наверное, все-таки много не буду. Ну вот как-то так положу. Вот, друзья, вот он как выглядит. В основном одна чечевица. И
вот попадаются, видимо, вот эти вот специи карри и так далее. Слюни бегут, не могу. Вы знаете, пахнет на полквартиры. Ой, ой, ухо зачесалось. А к чему бы это? Ну что, горячий не могу прям. Ну, надо пробовать же, как есть. Запах, как я вам уже сказал, очень приятный. Я не могу, слюни бегут. Ну, супом это не назовешь. Это уже полукаша какая-то получилась. Я не знаю. Ну, что хочу сказать. Чечевицу, если кто-то ел, то должны понять меня, что ну, такое ощущение, как будто она не доварилась. Но на самом деле она такая и есть. Он довольно остренький. Вкусно. Но когда я его покупал, смотрел на упаковочку, знаете, ну вот кастрюлька с упаковкой. Я смотрел на упаковку, аж слюни бежали. Они и сейчас продолжают бежать. Я не скажу, что прям я в каком-то восторге, но я бы, наверное, все-таки вот этот супчик взял бы как за основу и мог бы сюда добавить, наверное, все-таки картошечки отварной можно добавить. Я бы, знаете, даже как сделал? Я бы ее отдельно сварил, картошечку, и сюда бы накрошил. Я бы сюда добавил морковки. Тоже бы, наверное, можно было бы отдельно сварить и накрошить. Причем, ну, лук я бы обязательно добавил. А вот лук бы я добавил во время варки сырой. Мелко бы нарезал его и во время варки бы добавил сырой лук. Вот, ну а так, в принципе, довольно неплохо. Если верить то, что здесь написано, то, в принципе, это лучше, чем вот эта лапша. Потому что здесь написано: мама, не горюй. Тут всякие добавки, которые явно нам не полезны. А здесь довольно все просто. Но, друзья, в принципе, это можно и самим приготовить. Если у вас огромная семья или у вас нет возможности приобрести вот такой вот супчик быстрого. Ну, как быстрого? Все-таки 25 минут это тоже не мало. Это не как вот эта каша, 5 минут и она готова. Вот. Вы можете чечевицу сами приобрести. Она продается во всех магазинах. Да, она не дешевая крупа. Она стоит довольно прилично. Подскажите мне, я 100 лет чечевицу не покупал. Даже не помню, сколько стоит. Но думаю, что где-то 700 тенге за килограмм. Это, чтобы вы понимали, горох стоит 150, по-моему, да? Вот, и можно самим приготовить. Добавить сюда те специи, которые здесь написаны. Все это продается в магазине. Ну, знаете, как вариант, когда не хочется ничем заморачиваться, хочется вот скинул пачку, помешал и сел, покушал, то довольно неплохо для этих денег. Ну, островатенько. Ну что, дорогие мои, я увлекся. Ну, правда, довольно, в принципе, вкусно. Это, знаете, это на любителя. Не каждый поймет, не каждый сделает. Поэтому, если вас заинтересовало, то, я не знаю, я могу рекомендовать. Я не увидел ничего плохого. Я видел у них в каталоге, что у них, извините за выражение, до хрена всякой всячины. Я еще, второе ухо зачесалось, я еще обязательно закажу, попробую другие блюда, мне очень интересно. А потом видно будет, буду я это заказывать или не буду, я не знаю. Ну, на первый этап мне, в принципе, понравилось. Я думаю, что я могу такой суп сварить сам. Вот, дорогие мои, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что этот формат видео вам тоже понравился.
Напишите в комментарии, насколько вам такой формат видео понравился, и я буду для себя иметь в виду. Может быть, что такое, друзья. Ой, суп-то острый. Вот, простите, пожалуйста. Вот, и я буду для себя иметь в виду, если вам этот формат видео понравился, то буду приобретать иногда какие-то продукты, готовить их, пробовать и рассказывать вам, дорогие мои подписчики. На этом у меня все. До встречи в следующую пятницу на следующем кулинарном влоге. Я думаю, что он тоже будет очень интересным. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, ну, если оно вам понравилось. Если не понравилось, дизлайк, что теперь? Посмотрим, сколько нас, кому понравилось и кому не понравилось. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.